На гостеприимной Нурлатской земле вот уже в 11-й раз отмечается всероссийский праздник чувашской национальной культуры Уяв. Нурлатский Майдан собрал представителей самых разных национальностей из самых разных уголков нашей страны. А это в очередной раз доказывает, жить дружно просто. Гости Майдана не ограничились соблюдением традиции Уява, вбиванием колышка и хороводом. Представители этой замечательной нации отправились на площадки, где встречали пришедших традиционными обрядами. Погрузиться в удивительный мир национальной культуры можно было здесь, в настоящей чувашской деревне. На нашем столе вы видите чисто чувашские национальные блюда. Здесь у нас есть и пироги, и яйца, и самогон натуральный приготовленный, и вино приготовленное из вишни натуральной, прошлого года еще храним, и домашнее пиво удался на славу. Это пирог называется хупло. Там оно приготовлено из 3 видов. Внизу у нас вот лук, посередке картошка, а сверху мясо. Сюда собираются все чуваши, татары. Мы очень рады, что мы живем в единстве, в дружбе. Этот праздник действительно он нужен всем, потому что это праздник дружбы народов. Все собираются, все отдыхают, проводят весело свободное время. И домой приезжают с хорошими впечатлениями, на долгую память. Фольклорные коллективы Республики Татарстан и Российской Федерации выступали на разных площадках Уява. Здесь можно было услышать гармонь, соло и хоровое исполнение. Национальный праздник, по праву считающийся всероссийским, гремел во все концы района. Прибыли на сегодняшний праздник, несмотря на погодные условия, они не помешают нам проводить такие яркие праздники. Желаем всем успехов, здоровья, чтобы побольше общались коллективы, чтобы побольше проводились такие замечательные мероприятия. Мы знаем, чтобы и наши дети знали, чтобы не забылось, это наша традиция. И чтобы приумножалось, чтобы это не забывалось никогда, чтобы это всегда было. Не только в Нурлатце, и везде. Да и детишкам скучать не довелось. Национальные игры переплетались с современными квестами и посещением всевозможных аттракционов. Детский смех подстегивал поиграть и посоревноваться даже взрослых. Чубайский район, деревня Ахматка, 40 домов там небольшой. В самой лесу живем, через лес надо. От Пагдашкина 9 километров. Мы узнали, что Уяв будет, специально приехали на Уяв. Вот ребенку показать для разнообразия. Народ все-таки общается, не то, что дома сидит возле телевизора, возле компьютера, а так знакомится, общается. Мы здесь, например, помнили старые игры, которые, например, с горки скатываешь яйцо, и кого первее придет, и у него выиграл. Здесь поют песни, встречают своих родственников и общаются со своими друзьями. Буквально на соседних площадках определяют красавицу Уява и чувашского богатыря. По древней чувашской традиции богатырь должен посвататься к красавице. И кто знает, возможно, наш праздник станет началом чьей-то счастливой истории. 56 сильнейших спортсменов из 5 районов состязались за звание «Богатырь Уява», в то время как 13 красавиц демонстрировали свои умения в 3 конкурсах. Богатырем Уява стал Рамис Гузаиров из Нурлата, а статус «Уяв-беги» обрела красавица из Казани Анастасия Павлова. Все на меня тянет с самого детства, и поэтому участвовать во всяких мероприятиях для меня это просто удовольствие. Это такое приятное волнение, и такое сейчас приятное волнение, дрожь в ногах до сих пор. Участвовать на таких конкурсах — это очень большая честь, поэтому очень хотелось бы поблагодарить организаторов этого конкурса. И всех тех, кто помогает участницам, и тех, кто помогал мне в подготовке к этому мероприятию. С ковра выходит, всегда прилив сил чувствуется. Как будто еще сколько же можно отбороться. В татарской борьбе нельзя зацеплять. Нужны броски красивые, на лопатку положить. А здесь можно красиво поставить подножку, и чтобы человек на спину лопатками упал. Больше обращаешь внимание, чтобы свалить человека, а не поднять.
Праздник фотографировали, снимали и увековечивали самыми разными способами. Славным завершением череды мероприятий стало награждение победителей праздничного фотоконкурса «Уяв» в объективе. Я запечатлел кузнецов, которые танцевали, я сам занимаюсь хореографией, и мои чувства были, когда я получил первое место, приятно стало мне. Я чувствую радость, веселье и еще раз охота занять первое место. Уяв символизирует начало сенокосной поры, а это значит, что подобные праздники для трудолюбивого чувашского народа – это всего лишь способ набраться сил перед новыми большими делами и славными достижениями.